Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Дорогие мои зрители, гости, подписчики, всех вас сердечно благодарю за ваши лайки, хорошие и добрые комментарии, за вашу поддержку, за ваши просмотры. Земной вам поклон! Давайте сегодня сделаем отсыпочку на такую тему. Любит ли он вас? Как на самом деле он к вам относится? Загадайте, пожалуйста, на мужчину, на себя, и давайте вместе посмотрим. Я прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, нужную и полезную информацию. Так, какая-то борьба сейчас между вами. Непростые времена в ваших отношениях. Вот в моменте, когда вы просматриваете эту отсыпку. Я вижу влияние либо вмешательство каких-то людей. Здесь и с вашей стороны кто-то может влазить, вмешиваться, и с его стороны. И вот прям у вас противостояние, да, какое-то жесткое противостояние, впечатление притирки, либо перетягивание одеяла. Ну вот кто главнее, кто важнее, кто кого должен, там, не знаю, уговаривать, кто за кем должен бегать. Вот так идет. То есть вы, как женщина, конечно, хотите, чтобы за вами ухаживали, чтобы вам уделяли внимание, чтобы была романтика, чтобы были признания, ждете от него красивых мужских поступков. А он в свою очередь ждет, чтобы вы там перед ним, я не знаю, преклонялись, что ли, да, как-то вот себя ему посвящали, там, доказывали, клялись ему в любви. Вот это вас ждет. И это глупо. Глупо, да, от мужчины, для мужчины, вернее, это как-то глупо. Он вас очень сильно ревнует, либо ему вас очень сильно не хватает. И кто-то ему тут рассказывает, что вы не такая, какой себя представляете, что вы, может быть, как охотница за мужскими сердцами, что вы какую-то цель, может быть, преследуете не совсем честную. Да? Вот какие-то разговоры идут. Кто-то прям тыкает пальцами в вас и говорит: она плохая, она тебя обманывает, она тебе не договаривает. Либо там пожалеешь, вот если ты с ней свяжешься, ты пожалеешь. Он, конечно, от этого отмахивается, но, как говорится, осадочек остается. А поскольку мужчина, он восприимчивый, да, бывает такое, люди разные бывают, есть толстокожие, а есть, наоборот, очень мнительные, восприимчивые. Вот у вас, к сожалению, мнительный и восприимчивый, то он начинает об этом думать, страсти начинают кипеть, мозг начинает взрываться, и идет вот такая у него реакция. Смотрите, что мне нравится в вашей отсыпке. Мне нравится, что вы придете к единому знаменателю. То есть, прожив вот эту всю клаку, вы выйдете, и выйдете вы в паре. Знаете, как одновременно делаете шаг вперед. То есть не кто-то первый, кто-то второй, а одновременно вы делаете шаг. Смотрите, судьба вам улыбнется. Для вас откроется возможность, я не знаю, жить вместе, либо если вы уже в паре, в браке, куда-то вместе уехать, временно уехать, либо на постоянку куда-то уехать. И там у вас, как, знаете, второе дыхание открывается, да, жизнь чистого листа, идет полное обновление ваших взаимоотношений. То, что происходит сейчас, напрочь уйдет из вашей жизни. Не будет ни споров, ни ссор, ни вот этих приступов идиотизма, либо ревности, ну, у кого как отыграется. Ни с вашей стороны, ни с его стороны. Вы как-то перед друг другом очень откроетесь. Откроетесь, доверитесь, не будет страха, не будет сомнений, подозрений не будет, обид между вами не будет. Ну вот это идет в вашем будущем. Здесь высшие силы как будто бы заступятся за вашу любовь и сохранят вас как пару. Вот так идет.
Вы не просто так встретились, вы не просто так друг другу даны. И я вижу, что вы, как женщина, это чувствуете. Ваша интуиция вам подсказывает. У вас есть будущее. И будущее, кстати, прекрасное. Сразу хочу отметить, что, скорее всего, эту цыпочку, либо на эту цыпочку зашли девушки, женщины, кто уже в паре, в браке, и вы смотрите на мужчину, который вам нравится, да, мужчина, который привлек ваше внимание к себе. Но опять же, да, он к вам не подходит, либо он не делает каких-то решительных заявлений, поступков в вашу сторону. И вы обижаетесь, вы не понимаете, почему так происходит. Все очень просто. Он вас ревнует к вашему мужу. Он просто с ума сходит, когда думает, что вы с другим мужчиной. У кого-то даже отыграется, что мужчина, на которого вы загадали, очень порядочный человек. И ему очень сложно дается эта любовь, что он там нарушает этот мужской кодекс чести, да, типа я позарился на чужую женщину, хотя любит вас, аж поджилки трясутся, как любит сильно. Мои хорошие, даст судьба вам шанс быть вместе. Вот мне дорога, у вас вдвоем дорога идет. Вот как-то вас столкнут, соединят. Знаете, как ничего не будет предвещать, а вас бац и столкнули. И все. Вот начинается новый этап ваших отношений. Очень хороший этап в ваших отношениях. Так, не переживайте, не берите дурного в голову. У вас еще все впереди с тем человеком, кого вы загадали. Любит ли он вас? Очень сильно он вас любит. Я бы даже сказала, только вас он и любит по-настоящему. Может быть, и были в прошлом отношения, может, даже брак был у этого мужчины. Но он любит вас, именно вас. И он это понял, понимаете? Вы еще этого не понимаете, а он уже это все понял. И также вы его любите. Любите так, как никогда не любили. Кто на этапе симпатии, однозначно ваша симпатия перерастет в очень крепкую, настоящую любовь. Еще раз говорю, это судьба. Эта судьба вам встретится. У кого-то идет по судьбе родить от этого мужчины, построить семью, создать отношения. Кому-то из девчонок мужчина дан для того, чтобы простимулировать вас в любви, ну и дать вам толчок по финансам, чтобы вы выросли, чтобы вы расцвели, чтобы вы наконец-таки осознали, кто вы такая, что вы можете, что вы умеете. Кстати, у вас вот на почве этой любви, на почве этих взаимоотношений усилится финансовый канал. То есть женщина, девушка, помимо всего прочего, начнет еще и хорошо зарабатывать. А кто-то из девчонок и бизнес свой откроет. И очень, кстати, удачный бизнес, который принесет вам очень много-много денежек, популярности, известности, да, мастерства. Вот что идет. Смотрите, здесь прям корова над вами. Но корова это прибыль, это плодородие, это зажиточная жизнь. Вот когда вы вдвоем, когда ваши энергии объединяются, не в ссоре, а в любви, знаете, вот прям вокруг вас все как электричеством пропитывается, как заряжается, да? Там цветы лучше будут расти, будут происходить какие-то хорошие, счастливые события, вы вдвоем меньше станете болеть, люди, которые вас знают, да, которых вы любите, меньше станут там болеть, какие-то травмы, может быть, перестанут, ситуации травмирующие перестанут происходить. Вы, когда в паре у вас все хорошо, вы сеете вот это прекрасное, доброе вокруг себя. Не только вам вдвоем хорошо, но и тем, кто в вашем окружении будет хорошо. Так что, мои хорошие, это судьба. Он любит вас, вы любите его, либо полюбите его по-настоящему. Как долго будут ваши отношения, я не могу сказать. Этого мне не показали. Но четко показали, что ваша встреча, она была запланирована еще до вашего и его рождения. Ну, вот так распорядилась судьба, так распорядились высшие, чтобы вы обязательно встретились, полюбили друг другу помогли и достигли вот такого состояния, да, хочу сказать, состояния нирваны, когда все прекрасно, когда все хорошо, люди счастливые и довольные.
Что вы должны знать обязательно? Вы должны знать, что вам не стоит делиться интимными подробностями своих отношений, своей жизни с другими людьми. Не рассказывать никому о том, что происходит у вас за закрытой дверью. Ни плохое, ни хорошее. Ни в коем случае. Смотрите, причем запрещено рассказывать всем, даже самым доверенным лицам, самым близким людям тоже не рассказывайте. Запомните, пожалуйста, и поступите так, как вас предупредили. Понятно, когда человек счастлив, ему хочется на весь мир кричать о своем счастье. Но хочется покричать. Идите в лес, в парк, покричите там. Но рассказывать не стоит ни в коем случае. Ни в коем случае никому. Вот совсем никому. И ему также скажите. Запретите рассказывать о том, что происходит между вами. Может быть, даже как условие ему поставьте. Не надо, ни в коем случае не надо. Еще какая-то проблема у него идет, скорее всего, по здоровью. Что-то будет у него по здоровью. У кого-то идет именно физическое состояние, у кого-то идет психоэмоциональное состояние. Оно с вами не связано. Понимаете, вот что-то отдельно будет. Девочки мои хорошие, он все переживет, он совсем справится. Вы должны его просто поддержать. Не помогать, не за него делать, а поддержать, сказать, вот что бы ни случилось, я с тобой, я рядом, да, я тебя люблю, ты мне нужен любой. Да. Вот так ему скажите. Если мужчина сам пройдет это испытание, девчонки, он всю жизнь сможет. Если вы ему будете стараться помогать, ну понятно, как это, любимый в беде, а я вот тут сижу нога за ногу, ничего не делаю, то ситуация в его жизни может повториться. Но повториться в более каком-то усугубленном формате. Будет очень хотеться помочь, но вы не делаете. Пусть сам, он мужик, он должен, он может. И он сделает. И не думайте, что он вас осудит. Наоборот, он будет вам благодарен. Благодарен за то, что вы были рядом. За то, что сказали такие прекрасные слова. Вот поверьте, так оно и будет. Так, и еще. Девочки, никогда не думайте об этом мужчине плохо. Вот что бы он ни делал, как бы он себя ни вел. Вы все разные, да, но у вас, кто зашел на мою отсыпку, такая энергетика идет двойственная. Вот когда вы обижаетесь на человека, вы его, как бы вам это сказать, вы его отключаете от себя, от своей очень хорошей положительной энергетики. Могут какие-то вещи не получаться, могут быть даже какие-то ситуации травмирующие либо опасные. Когда вы любите, когда вы на позитиве, да, в чувствах и эмоциях, то вы этому мужчине дарите удачу, везение, привлекаете в его жизнь богатство. Так идет. Старайтесь не думать о нем плохо. Понятно, что в жизни все бывает, и там на бытовом уровне могут быть какие-то скандальчики. Но не думайте о нем плохо. Старайтесь себя вот прям сейчас приучить к тому, чтобы не думать о нем плохо. Ну, нашкодил, ну, Господи, ну, отпустите вы. Это ж не самое страшное, что произошло в жизни. Знайте, что вы способны ему вредить. Как и помогать, так и вредить. Поэтому не думайте о нем плохо. Плохо будет ему, плохо будет и вам, потому что вы его любите, либо полюбите всем сердцем и всей душой. Хорошая вы пара. Мне очень нравится эта отсыпка и энергетика этой отсыпки. Но многое будет зависеть от вас. Многое. Вы в этой паре выглядите вот в энергетическом плане гораздо сильнее. Он физически сильнее, вы энергетически сильнее. Не воюйте, не боритесь, а соединяйтесь, помогайте друг другу, поддерживайте друг друга. Будьте не только любовниками, но и друзьями. И будет вам счастье, будет вам радость, и будет вам прекрасная жизнь вдвоем. Так, мои хорошие, на этом все. Спасибо за внимание. Всем пока-пока.